Политический кризис конца прошлого века в Чеченской Республике, помимо прямых негативных последствий, таких как милитаризация населения, приведшая в конечном итоге к военному противостоянию с федеральным центром, и катастрофическое обнищание населения, вызвало и косвенные последствия. Это было идеологическое разобщение некогда духовно очень сплоченного народа. Добрый вечер. Безусловно, в перечне причин, вызвавших после первой военной кампании волну эмиграции среди населения Чеченской Республики, вопросы безопасности и материального благополучия занимают далеко не последнее место. Но среди этих причин основную роль играет обстоятельства, являющиеся прямым следствием политического противостояния, вызванного сепаратистским движением. Периоды Дудаевского и Ичкерийского правления породили в республике целый пласт населения, члены которого по тем или иным причинам сочли для себя более предпочтительным эмиграцию за рубеж, чем жизнь в Российской Федерации. Причины этого явления охватывают довольно широкий интервал от острых вопросов безопасности, от криминального прошлого и как следствие попытки избежать наказания или банального поиска средств к существованию до идеологического антагонизма. Многие тысячи наших соотечественников нашли приют в разных странах мира. Основное количество эмигрантов осело в Западной Европе, и в наши дни это уже в своей основной массе не разрозненное множество людей, а сообщество, в действиях которого все явственнее чувствуются попытки скоординировать свои стремления. Этот процесс, как представляется, структурам, работающим на формирование общественного мнения, ни в коем случае нельзя выпускать из-под контроля. Среди этих людей и так немало наших идейных противников, а если пустить политическое явление в неоднородной среде эмигрантов на самотек, мы рискуем отдать все рычаги идеологического воздействия в руки наших оппонентов. Тому подтверждением то, что события последних дней, связанные с акциями так называемых российских несистемных оппозиционеров, ясно показали, что в качестве одного из механизмов давления на политическую обстановку в республике они не прочь использовать европейских чеченцев. При всех имеющихся у нас противоречиях мы не должны забывать о том, что эти люди в свое время формировались как личности под воздействием тех же национальных нравственно-этических установок. Мы не можем от них отказаться. Мы должны среди них в более интенсивной форме развернуть разъяснительную и пропагандистскую деятельность, чтобы иметь более широкое представление о работе, которая проводится в этом направлении. Мы обратились с просьбой о беседе к человеку, чье имя широко известно в чеченском обществе и в России, и за ее пределами, активному участнику интеграционного процесса за рубежом, представителю Всемирного конгресса чеченского народа Рамзану Ампукаеву. И он любезно согласился. Марш Волдровза. Рамзан, Чеченская Республика в последние годы вольно или невольно оказалась на острие информационной войны, объявленной против нас. Но информационная война – это только видимая часть противостояния двух идей. Первая идея – это либеральная, так называемая либеральная идея, старающаяся завуалировать свое истинное предназначение, свою истинную цель, подрывную деятельность в отношении Российской Федерации. Вторая идея – это патриотическая, работающая на возрождение экономической и политической мощи России. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров совершенно недвусмысленно обозначает свою приверженность ко второй идее. Причем делает это совершенно бескомпромиссно, по возможности каждый раз это демонстрируя, что вызывает, как правило, очень большую волну критики со стороны так называемых несистемных оппозиционеров, российских либералов. Несистемная оппозиция в своей политике в отношении Чеченской Республики не прочь использовать фактор европейских чеченцев в своей, как мы уже сказали, борьбе против официального курса российской политики. Что вы об этом скажете? Когда после обращения главы республики в 2007 году о возвращении соотечественников
начался процесс сближения с Родиной, возвращения соотечественников, процесс преодоления, психологического преодоления страны, которую когда-то люди покинули и были преследованы, и люди, которые спасали свои жизни, своих детей, спасались от войны и получили международную защиту. Этот фактор психологический того времени, того страха, того психологического барьера, который образовался. Вот, и когда пришло время, пришел мир, начался процесс возрождения, и когда беженцы начали возвращаться, люди начали возвращаться, вот тогда только мы заметили активное противостояние этому процессу групп близких, близко родственных, скажем, по политическому признаку, с сегодняшним либералам. Вот сегодня я узнаю вот эти знаковые фигуры, узнаю мотивы, узнаю в их риторике, в их действиях естественных союзников, тех, кто были против возвращения чеченцев уже на историческую родину. Никто не подозревает об этом, широкая общественность даже об этом и не знает до сих пор. Но то противостояние, с которым столкнулись чеченцы, возвращаясь уже в мирную... Вы имеете в виду 2007 год? Да, после 2007, 2008, 2009, 2010 процесс шел по нарастающей. Если до обращения Рамзана Кадырова в 2007 году люди практически не ездили в республику, 1500–2000 тысячи максимум людей, статистика, в год могли бывать в Чечне, и то быстро возвращались, боялись, потому что они как бы возвращались в зону беззакония, в зону насилия, из которой они убегали когда-то, когда были военные действия. И стереотип сохранился. Стереотип сохранился, и особенно у тех, которые находились там уже в Европе. И сам процесс, он был очень тяжелый, потому что люди возвращались туда, где они когда-то видели самые страшные, кошмарные события, дни, и получили международную защиту. И вот в этом процессе я хочу сказать, что один из примеров, когда я тогда приезжал по мандату депутата Европарламента, председатель комиссии ЕС Россия, и вот этот мандат был предметом споров и скандалов внутри вот этой группы. И там же были либеральные, либерально-демократические и прочие, некоторые правозащитные. Вот сейчас я понимаю, что такое несистемная оппозиция. И вспоминая, узнавая вот этот термин, в этом термине самих носителей, я могу подтвердить, что действительно вот в процессе возвращения чеченцев уже в мирную, возрождающуюся родину, свою этническую, свою историческую, и используя свое естественное право, там мы встретили такое сопротивление, которое для меня за 20 лет в эмиграции стало настоящим открытием. Почему? Потому что во время войны мы были союзниками и с либералами, и с правозащитниками, и со многими прогрессивными силами против военного беспредела. И к великому сожалению и удивлению моему лично, после наступления мира эти роли разделились. Если администрация Чеченской Республики продолжала, скажем, свои функциональные, свои задачи по возрождению, по укреплению мира, то почему-то некоторые правозащитники дистанцировались, скажем, от прежних союзнических, скажем. У них просто цели другие. Я образно выражаюсь, я не говорю, что они были прямыми союзниками, но и чеченская администрация, и правозащитники тогда выступали против насилия и делали все, что они могли, чтобы остановить военный беспредел. И среди них было очень много хороших, достойных людей, которых я помню, мы всегда их приглашали на наши конференции, на антивоенные конференции в Европу. Вот. Все узнаваемые сегодняшние даже подписанты под заявлением за отставку Рамзана Кадырова, они были как бы нашими союзниками. И вот эта трансформация, которая произошла во времени войны и во времени мира, вот она меня удивляет. Удивляет почему? Те, кто были против войны и насилия,
казалось бы, должны были бы радоваться миру, возрождению этого сложного поистине, очень сложного региона, как Чеченская Республика, которую раскручивали все 20 лет все мировые информагентства как самое террористическое гнездо, самое страшное, самое, казалось бы, нет слов, в котором и все средства информации, и мировые, и российские, работали на очернение чеченцев. И даже по сегодняшний день термин «чеченец» в Европе в разных аудиториях или в разных местах срабатывает пугающе. Хотя чеченцы уже интегрировались в Европе, стали составной, качественной, дееспособной, самодостаточной частью интеграционного процесса и отличаются от других этнических групп, этнических... Почему вас это удивляет? Дело в том, что военное противостояние в Чеченской Республике в 90-х годах и первая и вторая чеченская кампания вызвала интерес либералов по той простой причине, что, используя эту войну, они преследовали именно свою цель – развал государства. Сейчас же процесс восстановления Чеченской Республики работает на государство. Естественно, им с нами не по пути. Здесь можно сказать одно, что вот размышляя над этими процессами, я вот думаю, что Рамзан Кадыров их устраивал бы как носитель войны, а как носитель мира он их не устраивает. И Рамзан Кадыров, и любой другой, я думаю, что почему-то тот, кто пропагандирует, культивирует мир, тот, кто демонстрирует лояльность к российским законам, лояльность к российской конституции. Если мы говорим, что две кампании были для того, чтобы вернуть нас в конституционное поле, да, в поле российских законов, что идея независимости себя уже исчерпала, она как бы дискредитирована, идея независимости, она не оправдала надежды многих. И если все-таки чеченцы консолидированно вернулись в конституционное поле, и Рамзан Кадыров, будучи в авангарде, и его команда вот этих процессов, казалось бы, должны были устраивать всех, потому что, скажем, если правозащитное движение, вообще вот эта гуманитарная аудитория озабочена людскими жизнями, людскими смертями, горем человеческим, ведь мир, он пропорционально в сотни раз уменьшил жертвы, если наступил мир. Да, есть остаточное явление, борьба с бандитизмом, с терроризмом, который чистыми руками, в белых перчатках невозможно, но почему-то вот это правозащитное движение свой акцент перенесло уже на администрацию Чеченской Республики, и как заменитель военной составляющей. Вместо военных теперь они ополчились на гражданскую администрацию. Это тоже очень непонятно. Я думаю, это довольно вряд ли должно вызывать какие-то вопросы. Достижение мира, допустим, в 90-х годах, вернее, не достижение даже мира, а прекращение войны, военных действий там, или каких-то операций в 90-х годах, в период ичкерийского, допустим, правления, привело бы к разрушению российской целостности российского государства. Прекращение же войны в наше время, инициированное главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым, наоборот, укрепило страну. Мир в 90-х годах, так называемый мир, к чему этот мир привел, мы тоже помним. Прекращение войны в 90-х годах и прекращение войны в начале 2000-х годов – это две большие разницы, как говорится. Согласен с вами. Мир, оказалось, что завоеванный мир беречь и хранить тяжелее и труднее, чем выигрывать даже войну. Безусловно. Я помню, один политик западный, когда во время выборов в 1997 году из группы наблюдателей обратился к чеченцам на одном из собраний в сел такими словами. Чеченцы, он сказал: вы выиграли войну, теперь вам нужно выиграть мир. И только тогда будет победа. Потому что тогда в воздухе витало слово «победа». И опытный политик заметил это.
И это предостережение, и это пожелание, в общем-то, да, оно как раз оказалось пророческим с его стороны. И чеченцы, вот тогда мы не смогли выиграть мир этот. Мы выиграли войну, казалось бы, но мир мы не смогли выиграть. Поэтому это созвучно и сегодня, и актуально и сегодня. Если мы сегодня не можем и не сможем сохранить мир, достигнутый, да, и не сможем понять, кто сегодня уже настоящие наши друзья и настоящие наши враги, это необходимо знать. Мы были политически безграмотными, мы были политически близорукими, да? Мы были очень наивными в современном геополитическом мире с его коварством, с его с повадками природы. Мы столкнулись впервые за нашу историю с современным миром, коварством. И вот за 20 лет вроде бы уже мы кое-что увидели и поняли кое-что, и теперь нас очень трудно провести на Микине. Я так думаю, что пускай у нас будут какие-то социальные там, издержки, недостатки, протесты, минусы, но это социальные. Но те силы, которые пытаются политизировать это в целях политики, причем грязной политики, будь то против России, будь то на развал России, это большие сценарии, мы участвуем, и нас беспокоит периметр Чеченской Республики, лично для меня, как для общественника, сегодня любые попытки, любых политизированных сил бросить хворостинку вот в этот огонь, пожар, который они пытаются, для меня они являются прямыми врагами. И мое сознание или мое гражданское сознание, оно совершенно другое, чем 20 лет назад, чем 15. У многих людей оно такое же. Поэтому люди, несмотря на свое недовольство какими-то частностями, какими-то другими вещами, в день X, когда наступает угроза национальному благополучию или миру национальному, люди солидарны и консолидируются и выступают, как это было недавно на этом митинге. Пускай те, кто планирует те же сценарии, думают, что чеченцев уже можно, как и в прошлый раз, вот так вот втянуть в какие-то процессы, они ошибаются. Я уверен в этом теперь, потому что каждый получил горе, в каждой семье есть трагедия, каждый уже сполна хлебнул этого. Нам есть что вспомнить, действительно. Я с вами совершенно согласен. Наступление мира должно сопровождаться присутствием сильного консолидирующего начала. После 1996 года, когда наступил мир вроде бы на чеченской земле, этого консолидирующего начала, позитивного консолидирующего начала у чеченцев не было. После второй военной кампании, после наступления мирных времен, у чеченцев это консолидирующее начало в виде правительства Чеченской Республики появилось. Причем очень ярко себя позиционирующее. Я хотел вот какой вопрос задать. Наверняка среди чеченских диаспор есть различные течения, различные взгляды. Не может быть, чтобы такое большое количество людей придерживалось одной идеи. Не может быть, чтобы они идеологически, идейно не отличались друг от друга. Прежде всего, в Европе или среди европейской диаспоры нет различий в одном и главном. 90%, 99% общества и четко консолидировано в идее консолидации с Родиной. Это однозначно. С Родиной? С Родиной. Это очень важно. Эти процессы, которые шли все эти последние 6-7 лет, они показали и ясно продемонстрировали это. Если каждый год в республику приезжает 60-70 тысяч людей, приезжает, особенно в летние каникулы, если в течение года учесть общее количество, это самая большая туристическая группа из соотечественников. Это люди, которые получили международную защиту, и, я как сказал, переступили, психологически вернулись уже в то пространство юридическое, административное, правовое и так далее. Они вернулись. И попытки их использовать и втянуть в свои политические игры, спекуляции, они увенчались полным провалом.
у тех сил. Обмануть трудно уже, наверное. И никто не смог их уже обмануть. И никто не смог с их сердца родину как бы украсть или лишить его этой родины. Были споры, были дискуссии, Не без были этого, попытки безусловно. психологического воздействия на этих людей, те, кто раньше ездили. В начале это было. Если это не удалось, когда попытки их предотвратить их поездки сюда, были попытки наездов, давления за то, что вернулись. Когда и это не сработало, и они сами начали ездить, те, кто были против поездок домой. То есть это мизерная группа политизированных бывших ичкерийских в основном людей. Она настолько мизерна, что она никогда не имела политической, не делала ни погоды, ни влияния и на умы людей, и на их поведение, тем более. Если где-то по телевизору, здесь, там, по интернету кто-то увидел ролик из 20 человек или 50 человек, которые собрались, это слишком наивно представлять их некой политизированной силой. Да, они политизированные, да, они носители ичкерийской идеи, но это не Ичкерия. Носители Ичкерии, большинство здесь, они после амнистии вернулись в мирную жизнь и встали в строй, кто под погонами, кто под другие функции, остались со своим народом и возрождали. Те разрозненные небольшие группы, которые и между собой не находят никакой общности или консолидации, или согласия, они продолжают там, как любая иммиграция, грызться между собой, разделились на 5 правительств. Погоду делают? Да, Погоду делают они? А погоду они не могут делать, потому что они не влияют ни на умы, ни на настроение, ни на что не влияют эти люди. Они, с одной стороны, несчастные, с другой стороны, они так и не выросли и не состоялись и как политическая элита. Казалось бы, уже пора за 20 лет превратиться в самодостаточную диссидентскую какую-то группу, которая могла быть востребована европейскими институтами, которая могла быть выступать с трибун ООН или ОБСЕ или с других трибун. Этих людей как не было, так и нет. Этих людей не было и в самых сложных периодах у чеченцев, там, беженцев, когда требовалась интеграция, когда требовалась помощь людей, когда требовалась хоть какая-то работа для людей. Эти люди очень слабо участвовали даже в антивоенных кампаниях, чтобы прекратить военный беспредел здесь. Я не хотел бы говорить, особо придавать значение вот этим людям. Они по их комментариям, которые они сами пишут в адрес друг друга, уже понятно, что это за природа, что это за группа. Это вчерашний день. Идея Ичкерии, которую они пытаются реанимировать, она обречена, поскольку носителями являются те, кто ее дискредитировали, эту же идею. Политические течения, как мне представляется, как и любые идеи, должны с изменением обстоятельств, с течением времени трансформироваться, развиваться. Эти же люди, как мне представляется, застряли где-то на уровне 91-92 года, когда вся политика этого движения заключалась в громких лозунгах и не более того. И, как мне представляется, эти люди по сегодняшний день придерживаются тех принципов, и вряд ли это будет находить отклик. Если так обобщить, и все эти 3 правительства, в кавычках, весь их театрализованный вот этот сходняк или вот представление, оно, если кто помнит вчерашний Радуевский митинг, он просто, образно говоря, находится где-то там или там, вот, в звучании, даже не фактически. Рамзан, может быть, все проще. Может быть, их кто-то поддерживает, кто-то оплачивает, а им нужно просто отрабатывать деньги. Естественно, кто-то хочет всегда использовать этнический, протестный, диссидентский потенциал. В любую республику СНГ, если возьмем, Киргизия, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Украина, Беларусь, у всех есть как бы свои недовольные оппозиционеры, которые сбежали и просят у Запада признать их легитимность. Вот как в наших старых советских фильмах, некоторые фрагменты я видел по телевидению тоже, где просят, требуют признать российскую корону, преемников, наследников и прочее. Но вот
представители всех этнических, национальных групп, наша группа, если она есть, она 100-я или 150-я, там, это как бы дежурные консультанты по любым вопросам для тех, кто хочет разрушить нашу республику, нашу страну. То есть практически получается, люди, думая, что они им рассказывают, как плохо с ними поступили, как плохо на республике, как их легитимность покусилась, допустим, российские власти лишили независимости Ичкерию и прочее, пытаясь рассказать это, они наоборот рассказывают, консультируют много лишнего, много ненужного, думая, что это полезно. Это не полезно. Эксперты, которые спрашивают, которые задают вопросы, они имеют другие задачи. Не для чеченцев, не ради чеченского народа, не ради нашей свободы. Саму идею Запад, который призывал со времен Советского Союза, мы слушали «Радио Свобода», «Голос Америки», всегда Запад призывал народы освободиться от колониального ярма и так далее. Если, допустим, чеченцы попытались, клюнули на эту удавку, да, то есть уловку, Запад совершенно холодно отвернулся и сказал, это внутреннее дело, это ваши проблемы, извините, когда вы начинали свою свободу, независимость, вы у нас не спрашивали, мы вам добро не давали. То есть и все. Чеченцы остались одни в этом мире со своей идеей. Поэтому сегодня по-новому думать, что снова нас кто-то будет помогать нам быть свободными, это не только утопия, это просто слишком безответственно, слишком глупо. Запад единственное, что может сделать, подобные настроения просто использовать в своих целях, ни больше, ни меньше. Слова Черчилля, да, которые он сказал, у Англии нет вечных друзей, у Англии есть вечные интересы. Совершенно это относится ко всему Западу, в принципе. И в политике нашем случае тоже это нет понятия справедливости, в политике да, есть и понятие в нашем случае интерес. это ясно продемонстрировано. Поэтому их интересы мы не сможем не разглядеть, не перехитрить их, мы можем только обмануться. Вот последние годы, допустим, да, западная коалиция всегда участвовала был антитеррористический фронт, да, всемирный, как он назывался. Вот если с этого измерения зайти, тот Кадыров, который им сегодня якобы не нравится, Кадыров, которого преподносят как диктатора, как тирана, как нарушителя прав человека, прочее и так далее, образ, который его демонизируется, казалось бы, Кадыров стоял на передовом фронте, в авангарде этого антитеррористического фронта. Против кого воевал Кадыров тогда? Да? Против тех же фанатиков, против ваххабистов, с которыми и сегодня мир продолжает воевать. Да? Кадыров свою территорию очистил, он справился со своей задачей. Да? Но в целом он выполнял, был частью всемирного антитеррористического полигона или участка. И, казалось бы, никакой логики в том, чтобы какие-то западные эксперты, которые пытаются его демонизировать, они лишены всякой логики. И потом даже сегодняшняя несистемная оппозиция, которая обвиняет Кадырова в нарушении российских законов, вот проглядывается, что он нарушает российские законы. Как бы получается, что они радеют за российскую конституцию. У них двуличие за двуличием во всем, потому что все их действия таковы, что друзьями не назовешь. И почему Рамзан Кадыров для кого-то позор России, когда он больше всех говорит о России, больше всех лоялен России. Сама Милашина говорит, что Рамзан больше русский, чем чеченец. Сами они не понимают. Рамзан Кадыров, мне кажется, нарушил их правила игры. Они растерялись. Вот он задал им алогичную схему против их уже отлаженной системы. И вот здесь их паника. Здесь больше паника в их лагере. Не знаю, каким образом... Они действуют завуалированно, Рамзан Кадыров действует открыто. Это не укладывается в рамки либеральных методов. Вот и все. Им очень тяжело с ним справиться по той простой причине, что им свои цели нужно каким угодно способом замаскировать, завуалировать. Они говорят одно, преследуют другое.
Глава Чеченской Республики что думает, то и говорит. Был у нас трагические разные случаи, в том числе Дом печати, когда напали, группа террористов, Да, год напали, и событие ощущалось, да, оно громкое событие. Вот потом, по тому событию, вот группа Каляпина, там другие, я правда не знаю Каляпина, он в той старой коалиции правозащитников его не было, но все они как бы переживают за тех жертв, за те жертвы, которые погибли при нападении. А за жертвы, которые, защищая, погибли, про 14 или 15 милиционеров, ни одного слова. Вот во всех этих мелочах, вот этих деталях я постепенно начал по-другому смотреть на своих бывших, скажем, союзников, наших союзников, людей, с которыми я дружил, знакомился, встречался и в Брюсселе, и в Варшаве, на разных конференциях. И до сих пор среди них есть уважаемые мною правозащитники, это Ганушкина, там, Алексеева. Там. Правозащитный мир, он тоже как-то трансформировался в нечто противостоящее благоразумному, правильному и так далее. Но если и есть у чеченской администрации какие-то нарушения, перегибы, и это возводится в нечто самое непозволительно страшное, когда это делается ради того, чтобы не нарушить мир, чтобы сохранить мир, утвердить этот мир, чтобы уйти от вчерашних кошмаров. И для меня, честно говорю, вот за 22 года, вот, которые моя школа и мои наблюдения, мой опыт, мой анализ, еще раз повторяю, я не эксперт, я не политик, я общественник, еще со времен профсоюзов, и на этой платформе я остаюсь, мое мировоззрение остается на этом. И я лично очень не понимаю правозащитников последней эпохи, эпохи мира. Я не понимаю правозащитников эпохи мира. Эпоху войны мы были с ними заодно и были союзниками, повторяюсь. Эпоха мира, они заняли совершенно другую позицию. Вот мы помним, здесь после убийства Натальи Эстамировой Мемориал сделал такое громкое такое заявление, что они не могут работать в Чечне, и покинули Чечню, как бы публично покинули с обидой. И поселились там, точнее, приземлились там в Цхинвале, перенеслись. В то время как раз начинались события в Южной Осетии. К тому времени уже и Мемориалу, и другим очень трудно было защищать свои гранты, потому что гранты защищаются по количеству негативов в данной точке. Они все меньше и меньше этих негативов, и очень трудно защищать свои проекты. Причем проекты немалые. Я помню, в 2007 или 2008 грант Мемориала был 27 или 26 миллионов евро. И в основном Мемориал специализировался на Чечне. И вообще Мемориал стал известной организацией на Чеченской войне, на двух чеченских войнах. Мемориал стал уже на уровне Amnesty International, всех мировых крупных правозащитных корпораций. И почему уже после наступления мира они изменили свою и стратегию, и свои подходы, и им нужно где-то найти врага, чтобы, такое ощущение у меня, чтобы защищать свои гранты. Да? И после Осетии, после того, как конфликт потух через пару недель, они тихо пришли, вернулись, опять сели в грузинский офис. Но на этот раз не делали никаких заявлений. Они тихо сели, шумно ушли, тихо сели. Потому что горячо любимая точка не оправдалась там, она не стала этой как таковой. И Чечня вот самая знакомая, самая раскрученная тема, самая уже, как бы мне кажется, что им даже понравилось находиться в Чечне и работать вокруг Чечни, из Чечни, потому что, я говорю, она раскручена всеми мировыми информагентствами на весь мир в течение 20 лет. Этот бренд, он работает и сегодня. Но сегодня эти люди уже ошибаются, думая, что это можно опять растопить, опять затопить, потому что чеченцы уже консолидировались вокруг мира. Рамзан Кадыров для них носитель мира, для чеченцев. Даже многие, которые недовольны какими-то частными событиями, образованием, коррупцией, мало ли у нас недостатков, они вот в этом едины вокруг Рамзана Кадырова, который прочно, как никто другой, стоит на страже завоеванного, выстраданного чеченским народом мира. Мир, который достался нам огромной ценой, огромной, тяжелейшей ценой, жизнями сотнями тысяч людей, раненых,
покалеченных, сиротами, полусиротами, разрушениями, не только разрушением городов, сел, разрушением в душах, разрушением надежд и прочее. То есть вместо того, чтобы работать вокруг реабилитационных программ для этого народа, пережившего такую войну, вместо того, чтобы привлечь международные реабилитационные какие-то группы, мы никогда не слышали, чтобы правозащитники или вот несистемная оппозиция, или те, кто ратуют за человеческие права, говорили бы о реабилитационных программах для чеченцев, для детей, для женщин, для инвалидов, чтобы привезли сюда какие-то необходимые какие-то коляски, там, инвалидные оборудования там, или еще что-то. Они могли бы участвовать, понимаете? И даже наши соотечественники, которые политизируют себя там, которые консультируют этих врагов наших о всем плохом, могли бы реабилитировать себя тем, что они могли бы помогать, консультировать в том, что нужно для народа. Я помню, некоторые правозащитные организации, точнее, программы по реабилитации в Европе, после Первой войны интересовались разными деталями, чтобы помочь республике, помочь медицинским оборудованием, там, многим какими-то другими. Они после поствоенных конфликтов эти программы работают по всему миру, кроме Чечни. В Чечню они не поехали, потому что они Чечню испугались еще до войны, потом после войны, потом от консультаций наших некоторых политизированных, которые говорят, не езжайте туда, там страшно, там убивают, там прочее. И с помощью тех же правозащитников, которые только докладывали, рапортовали о том, что в Чечне только несистемные бессудные казни, исчезновения, значит, прочее. То есть для того, чтобы преодолеть этот комплекс страха, даже тем, кто хотели бы помочь, им очень трудно преодолеть этот барьер. И мы остались вот со своими бедами. Даже многие россияне не понимают, что чеченцы после таких двух войн, искалеченные, ставшие в десятках тысяч инвалидов, физических увечий, психологических очень больших претензий, просто благодаря тому, что сами чеченцы, они собрали в кулак свой характер и свое терпение, привыкшие как бы из исторической закалки, сумели выйти из этого страшного состояния. Кстати, несистемную оппозицию я назвал бы системными провокаторами, честно говоря. То, что они системно провоцируют и используют все случаи, и будут и дальше стараться. В этом я уже убедился. Сейчас я в этом убедился. Поэтому сегодня нам необходимо тоже постараться уйти от навязываемой модели противостояния, даже с теми же правозащитниками или с несистемной оппозицией. Война, даже ведомственная, даже политических групп война, даже эмоциональная война, она от нее не выигрывает никто. И я сторонник того, чтобы и между Рамзаном Ахмадовичем, и между несистемниками, и между другими наладился все-таки, возобладал такой здоровый климат. Я не думаю, что это возможно по той простой причине, что цель Рамзана Кадырова и цель несистемной оппозиции – это совершенно противоположные цели. Но как бы там ни было, обвинять власти Чечни в том, что они, по сути дела, сломали хребет международному терроризму на территории Чеченской Республики, и при этом это делали не в белых перчатках, извините, это по меньшей мере, даже не знаю, как это назвать, но по меньшей мере наивно звучит. Ну, как бы там ни было, мне хотелось бы услышать в конце нашей беседы о перспективах культурных связей европейских чеченцев со своей исторической родиной. Эти люди, я имею в виду основную массу эмигрировавших в Европу чеченцев, эти люди как бы далеко от нас не находились, остаются
нашими братьями. Мы с ними в любом случае разрывать связи не хотим и не будем. Ну, поколения меняются, естественно, со сменой поколений старые связи, ну, если не разорвутся, то во всяком случае очень сильно обветшают. Не кажется ли вам, что нужны определенные структуры, которые бы поддержали бы культурные, идеологические, самое главное, связи между европейскими чеченцами и чеченцами, которые остались на своей исторической родине? Вот вы задали очень правильный вопрос, очень правильный, злободневный. Почему? Потому что если бросить на самотек, оставить на самотек, это большая этническая часть нашего генофонда, причем дееспособная, в определенном возрасте золотой середины. Люди уже с какими-то новыми навыками, с новыми приобретениями, образованием, понятиями, и которые сохраняют в своей душе Родину, как я уже сказал. Но у них же есть проблема воспитания детей, сохранения этих детей, чтобы эти дети не растворились в западной культуре, не перестали быть чеченцами. Это большая угроза и большая тема. Единственное, что вот нас чуть-чуть спасло сейчас за последние эти 5-6 лет, то, что люди начали ездить, общаться, привозить детей, прививать иммунитет Родины, чтобы вкладывать в них, что у них есть Родина, есть предки, есть история и прочие вещи. Но все это происходит как бы хаотично, на частном уровне. Люди вкладывают как бы туда в свои, скажем, свое желание, свое естественное право. Да? И администрация, и власть способствовала этому. Не могу сказать ничего плохого против, потому что не было ни одного инцидента, не было ни одного разочарования людей. И каждый, кто приезжал, уезжал с большой надеждой, радостью и так далее. Но это не было системным. Те службы, которые здесь административно, Министерство информации, печати, там внешние, вот те службы, которые занимались этим, возвращением соотечественников, организацией Всемирного конгресса, консолидирующими акциями, да, они оставили это все на самотек. Но все это происходит в частном порядке. Но приезжают хорошо, уезжают хорошо, ради Бога, удачи вам, прочее, то есть на пафосе это. Но сам факт, что я бы предлагал бы, чтобы здесь был бы какой-то координационный центр, чтобы люди имели какую-то возможность иммиграционного дома, информационного обмена, чтобы люди, которые приезжают, обмениваются, хотя бы один раз сделать такое публичное мероприятие, чтобы люди чувствовали себя вот частью от нашего своего родного. Конечно, они чувствуют себя частью своих родственников в своем селе и прочее, да? Но я говорю, это на частном уровне все это происходит. А вот мы никогда не видели, чтобы вот в республике были организованы какие-то мероприятия, чтобы коллективно привести детей, празднично как бы коллективно, чтобы наши беженцы, наши соотечественники были бы на сцене где-то, на передачах где-то их чествовали бы или говорили бы теплое слово такое, или с их стороны дать им возможность сказать теплое слово. Я вас понял. Вы считаете, что информационное, вернее, культурное, идеологическое пространство европейских чеченцев должно быть взято под контроль нашим идеологическим министерством, нашим министерством культуры для того, чтобы они почувствовали тесную связь с Родиной? Совершенно верно, потому что пока это масса, как бы беспризорная масса. Они хорошие наши соотечественники, братья, сестры, да, вот звучание. Но они не вовлечены. Здесь каждая школа вовлечена, здесь каждое предприятие, там, фирма или все как-то чувствуют себя, по крайней мере, раз в году чувствуют себя какой-то общностью, да, социальной общностью. А приезжающие оттуда, но они как бы ничейные, так скажем, на родине ничейные, как бы в общественном внимании, вот в регламенте, скажем, мероприятий и прочее. Я не могу сказать, ничего не было. Было. Здесь недавно, в прошлом году, ансамбль «Война», государственный ансамбль, который провел большой концерт,
в Антверпене, в Бельгии. Это транслировалось по телевидению, но транслировалось и все, закончилось. А это большая была акция, где присутствовали бельгийцы, голландцы, русские, местные консульские работники, чеченцы, марокканцы, алжирцы, все другие группы. Огромный зал с огромным на бис, успехом, концерт, где была выставка фотографий о реалиях, где был показан фильм о роли Ахмад Хаджи, 20-минутный на английском языке. Это хорошая, мощная, большая, красивая акция. Спортивный турнир имени братьев Сайтиевых. 2 турнира провели мы в Бельгии. Организатор этого турнира Иса Гамбулатов, тренер и по совместительству доверенное лицо Буайсара. Ну вот, как сказать, были выставки, не выставки, а вечер поэзии, не поэзии, а авторские встречи Канта Ибрагимова с немецкой и бельгийской аудиторией, писателями, людьми творчества. Хасана Баиева в Брюсселе мы провели большую, хорошую встречу с хирургом нашим известным, с общественностью. Фильмы показали, там разные, есть перечень акций, которые в разных городах, странах, в Австрии, там, в Голландии, во Франции проводят активисты, люди, которые занимаются общественной деятельностью, люди, которые занимаются какими-то проектами. Есть какие-то инициативы по танцевальным кружкам, по языковым делам, но это очень слабо, очень мизер. Это капля в воде, оно не спасает нас. И для нас предстоит, для тех, кто живет там, предстоит большая, огромная проблема, угроза этнической утраты или потери самоидентификации. Что бы мы ни говорили, дети в Европе уже постепенно приобретают, обрастают всем европейским и теряют чеченское. Если мы говорим о генофонде, если мы говорим об идеологическом, скажем, единстве, контроле, чтобы не было нового раздела, чтобы искусственно эксперты за кулисами не противопоставили нам наших же этнических братьев против нашей республики, против многих процессов, которые могут быть, если не будет пристального, системного, правильного, разумного, государственного внимания и подходов, если это будет брошено на самотек, сегодня еще нет проблем. Завтра они могут быть, послезавтра могут быть еще больше. Первое, мы утратим свой генофонд. Многие родители обеспокоены здесь, что происходит сейчас с нашим этническим, с нашей идентичностью. Многие удивляются детям, которые говорят только на языках Европы дома, здесь, в селах. У нас звучат уже английские, французские, фламандские языки, звучат немецкие, польские, только не чеченские. И дети очень трудно будут возвращаться к самим себе, если в этом не будут участвовать не только родственники, родители, но и сама власть, республика, администрация. Рамзан, я думаю, что динамика идеологической работы в Чеченской Республике на сегодняшний день такова, что эта проблема вряд ли останется вне зоны внимания и Министерства информации и печати, и Министерства культуры. Я хочу вас поблагодарить за очень интересную беседу. Это тема очень живая, очень больная тема. Я не думаю, что в рамках одной нашей передачи, ограниченной своим форматом, своими временными какими-то рамками, что мы сможем обсудить все аспекты существующих проблем. И я думаю, что в более дифференцированном подходе к этой теме мы могли бы выявить и поставить перед решением многие проблемы, стоящие перед западным чеченским сообществом. Я хочу вас поблагодарить за сегодняшнюю беседу. Будем рады вам в наших студиях в будущем. В завершение я тоже хотел бы поблагодарить вас, что вы эту тему подняли, что вы
интересуетесь жизнью соотечественников в Европе, что все же это только усиливает ощущение, что единство нашего народа, где бы он ни был. Повторяюсь, что Конгресс обозначил окончательно консолидирующие все аспекты и акценты нашего народа. Пусть никто не старается разделить чеченцев европейских, восточных, чеченских, российских и прочее. Чеченский народ, где бы он ни был. Вот я слежу за группами различными в WhatsApp, в интернете. Я вам скажу, что я с величайшим удовольствием смотрю, как люди во всех уголках этого мира консолидированы и солидарны со своей родиной и с процессами на родине, и остаются чеченцами, и подают прекрасные примеры взаимовыручки, сознательности, гражданственности, патриотизма. И сегодня мы еще раз на опыте, на горьком опыте, на хороших примерах событий последних лет в нашем обществе мы должны поддерживать эти процессы, и да, Аллах, победы у нас будут еще впереди. Рамзан, спасибо вам большое за вашу работу, за вашу позицию, самое главное. Я думаю, мы с вами еще в будущем продолжим эти разговоры. Деталь я упустил. Да. Тогда мы сделали очень полезную акцию. Состоялась встреча с руководителем третьего государственного образования Бельгии. Он называется президент-министр. Ламберт Хансен, который как официальное лицо принимал тогда Бувайсара Сайтиева перед турниром. И во время церемонии, представительных вот этих церемоний, пригласил Рамзана Ахмадовича в гости в Бельгию. Это официальное лицо. Я к тому, что если кто-то пытается Рамзана Ахмадовича сделать невизванным в Европу, то был такой прецедент, даже после небольших наших усилий, приглашение официальным лицом Рамзана Ахмадовича в гости в Бельгию. Государственным, я говорю, третьим государственным образованием. Восточной Бельгии, губернатор Восточной Бельгии, советник короля Бельгии, известный и авторитетный политик. То есть не все так, как нам рисуют, вот однобоко преподносят. Мы в состоянии интегрироваться в внешний мир, мы в состоянии разрушить стереотипы, мы в состоянии наладить более близкие, более теплые. Мы в состоянии найти понимание даже с теми, кто нас не понимает. То есть здесь просто нужна консолидирующая, системная работа вот, по теме соотечественников за рубежом. Понятно. Рамзан, спасибо вам и удачи. Барка. Идеологическая война, направленная против официального политического курса России, выбрала своей основной целью Чеченскую Республику. А рычаги воздействия на ее население не могут не затронуть вопросы нашего этнического сплочения или, не дай бог, разобщения. Слишком важна для чеченцев эта категория. Вряд ли я скажу что-то новое, если отмечу, что чем шире амплитуда идеологического противостояния, тем сосредоточенней и активней мы должны действовать. Всего доброго.